В 2016 году в Бишкеке еще при мэрии Кулматове началась тотальная вырубка деревьев из-за расширения дорог. Это привело к массовым протестам горожан и послужило причиной отставки следующего мэра столицы Албека Ибраимова. Сегодня пришел новый градоначальник столицы Азиз Суракматов, но, как мы видим, вырубка деревьев все равно продолжается. Пример – улица Тоголо-Комолдо. Как и в прошлые годы, реконструкция этой улицы не обошлась без массовой вырубки. Выпиливались как больные, так и вполне здоровые деревья. Активист партии «Зеленых» заснял последствия этой вырубки. Ну здесь абсолютно здоровое дерево спилили. Вот чем оно мешает на краю дороги? Да. Карагач. Еще карагач. Карагач хороший, здоровый абсолютно. Никаких жуков, никаких у него абсолютно нету дырочек. Вот карагач тоже нормальный. Смотрите, еще один дуб. Вот чем он мешает? Уже вот она, арычная система, да, за рыком. Ну, нашим друзьям китайским, ну, не нравятся эти деревья почему-то. Стоит напомнить, что массовые вырубки деревьев весной прошлого года привели к серьезному недовольству горожан и митингам протеста у здания мэрии города. А попытки активистов защитить зеленые насаждения на улице Душанбинской были пресечены сотрудниками милиции. Похожая практика была применена и в этом году. 5 августа гражданский активист Александр Толмачев был задержан и по решению суда получил 5 суток ареста. Формально он был обвинен в мелком хулиганстве по заявлению группы граждан. Возможно, это совпадение, но именно на момент его нахождения в приемнике распределителей и проходила зачистка улицы Байлинова от зеленых насаждений, на которой сейчас полным ходом идет реконструкция. И по плану она тоже расширяется с 2 до 4 полос. Улица сейчас, вот это, насколько мне объяснили, она связующая артерия между Молодой гвардией и Советской. Советская и Молодая гвардия, они 4-полосные улицы. Поэтому, если, например, здесь сделать 2-полосную улицу, эффекта никакого абсолютно не будет. Поэтому на какие-то жертвы стоит идти. Вот сейчас мы опять еще раз по проекту это смотрим, обсуждаем. Жертвы в данном контексте – это деревья, которых в первоначальном варианте реконструкции планировалось спилить около 900. Но благодаря давлению общественности это количество удалось сократить почти в 6 раз. Мы с мэрией, начиная вот от улицы Советской, пешком прошли, буквально каждый метр проходили, каждое дерево обследовали, замеряли. Было принято решение до 12 метров сузить дорогу в отдельных местах, да, и сохранить большинство деревьев. То есть из 900 деревьев у нас под снос попало только 125, и то большинство из них ветхие. Хорошо. И, возможно, впервые за несколько лет мэрия города попыталась наладить диалог и прислушаться к мнению горожан. Мы вчера собирались с жителями полностью, кто живет по Ленинградской улице. Вчера была встреча по поводу вырубки деревьев. Мы в самом начале здесь было так, что запланировано расширение дороги. После этого расширения сузили. В данный момент здесь по улице будут вырубаться только аварийные деревья. Самая зеленая улица столицы Тыныстанова была подвержена реконструкции. Цель – увеличение пропускной способности машин. Однако из-за автомобильной парковки по обе стороны дороги эта задача осталась невыполненной. А стоило ли тогда вырубать все деревья? Действительно, заявленной целью реконструкции было увеличение пропускной способности дорог. Для этой цели массово вырубались деревья и строились дополнительные полосы. Но после завершения реконструкции оказалось, что расширение дорог преследовало совсем иную цель. Но вы видите, что в центре города очень большой поток машин. Для того, чтобы увеличить пропускную способность этих дорог, нам была предложена реконструкция, то есть расширение проезжей части вместо придорожной полосы озеленения. Но в результате что мы получили? Машины двигаются по тем же старым полосам, а здесь сделаны парковочные места. Нас в очередной раз обманули. Получается, городские деревья были принесены в жертву ради комфорта автомобилистов. В этом уверены как общественные активисты, так и некоторые депутаты городского парламента. Я изначально был противник 4 полос и по Тыныстанова, и по Душанбинке, потому что это получилось в стоянку. Но вот сейчас мы видим, что по большому счету эффект, по крайней мере, на Тыныстанова абсолютно никакого нету от этих 4 полос. И, возможно, конфликтных ситуаций удалось бы избежать, если бы мэрия проводила общественные слушания с привлечением горожан и независимых экспертов. Проблема наша вся, вот муниципалитета, наверное, Акимята, МТУ в том, что на самом деле, как и Токтаналиева, как и Карал
Каралаева, как и Тыныстанова, не было разговора с жителями. То есть изначально, если бы мы вот, то есть пришли изначально, показали, собрали бы, да, всех жителей, показали бы вот этот проект, объяснили, или там, не знаю, уважаемые жители, вот нужно, да, вот на самом деле во благо города, чтобы разгрузить там, я не знаю, там какую-то часть города, эта артерия нужна, идем на вот такие жертвы, но получаем такие плюсы. Я думаю, абсолютно все бы нормально, еще бы и в ладоши хлопали. Нет никаких общественных денег, есть только деньги налогоплательщиков, сказала Маргарет Тэтчер еще в 1983 году. Реконструкция дорог 17-18 года проводилась мэрией в том числе и за счет кредитных средств, выплата которых ляжет на плечи горожан-налогоплательщиков. И кто, как не они, вправе знать, на что расходуются их деньги. Согласно уставу города, мы, горожане, имеем право принимать участие в решении важных вопросов, касающихся наших интересов, интересов города. Вот провели реконструкцию дорог. А до этого кто-нибудь проводил общественное слушание, спрашивал у населения, что ему нужно, как ему будет лучше. Ничего не было. Сделали межсобойчик, сделали реконструкцию, и теперь, получается, дороги не в интересах горожан, не в интересах города, а в интересах бизнеса.